Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для тельцов. Будем прогноз делать на колоде Таро импрессионистов. Вот такая у них коробочка, так она выглядит. И больше не добавляем никаких карт. Итак, тельцы, новая неделя, основные события, основные энергии, то, на чем концентрируем свое внимание в центре. Старший аркан влюбленные. 3 карты на отношения. Три карты на работу. Две карты на финансы. И карта совета. Итак, дорогие тельцы, самая центральная карта у нас старший аркан Близнецы. И эта карта, конечно, многообещающая. Для тех, кто без пары, может быть пара. Для тех, кто должен принять какое-то важное решение, вам будет в этом помощь от жизни, от самой. Карта выбора в очень серьезном деле, да, когда ваша жизнь меняется кардинально от этого решения. Поэтому это решение обычно очень трудно принять. Оно касается, скорее всего, либо каких-то прошлых дел, связанных с карьерой, с финансами, либо вашего будущего, ваших отношений. А может быть, как бы и то сразу одновременно, да. Карта говорит о том, что нужно хорошенечко подумать. То есть первое, может быть, у вас будет побуждение как можно быстрее принять решение. Но карта призывает подумать, потому что если вы примете решение неправильно, дальше вернуть уже ничего нельзя будет назад. Здесь у нас вот вулкан изображен действующий, да, это как бы лава, которая, вулкан извергается, лава заливает все, да, и все сжигает на своем пути, то есть к прошлому возврата не будет. То есть если принимаете какое-то решение, будьте очень внимательны, будьте осторожны и рассудительны. Также карта говорит о том, что здесь могут быть любые какие-то два важных человека в вашей жизни, два дела, два направления. В общем, что-то здесь у нас противоречивое такое может быть, да? Либо у нас идет как бы сочетание, поддержка такая, да, которая вот хорошо влияет на нашу жизнь, либо противоречия какие-то могут быть в делах, в отношениях и так далее, и тогда нам, конечно, трудно приходится. Но в любом случае здесь у нас самое главное – это взаимоотношения, это общение, это договоренности. Вот самое главное, что выходит на первый план на этой неделе. Отношения для тех, кто в поиске партнера, тройка чаш выпадает. Карта замечательная и многообещающая. Тройка чаш, она у нас связана с знаком зодиака Рак. Это у нас Меркурий в Раке, да, Меркурий – это общение, Рак – это дом. То есть именно в доме вы можете познакомиться с человеком, который может стать вашим любимым, да, вашей половинкой. И кроме того, может быть, вы его уже даже знаете, может быть, он уже из вашего ближнего круга, и вы с ним давно знакомы. Ну, либо, может быть, конечно же, знакомство, ну вот именно, либо родственники могут познакомить, либо к вам человек придет, либо вы куда-то идете, да, и встречаете там человека. Но в любом случае вот здесь вот именно общение и дом. Посмотрите, как это все проиграется. В любом случае вы можете получить просто приятное общение, приятное знакомство и очень такая теплая атмосфера может быть на этой неделе. Для тех, кто в паре, выпадает у нас паж жезлов. Карта говорит о том, что один из партнеров захочет себя показать, ну, конечно же, с самой лучшей стороны. Да? Здесь человек, который желает произвести впечатление.
человек, который готов многое сделать, да, у нас вот здесь вот красные такие брюки на флейтисте, красный цвет это у нас всегда страсть, это желание действовать, желание побеждать. И карта говорит о том, что вот как раз будет такое желание у партнера. Также эта карта говорит о том, что будет желание как-то развивать отношения. Если, допустим, вы в паре, но еще нет у вас договоренности о браке, да, вот вполне может быть предложение. Ну и вообще любые, конечно, проявления чувств, подарки, все, в общем, для того, чтобы вы обратили внимание на партнера, либо чтобы вы были довольны, да, чтобы у вас отношения улучшались. В любом случае здесь вот все очень такое приятное, и, скорее всего, даже, может быть, ваш партнер вас удивит на этой неделе. Так, карта связана с огнем, с общением таким, когда оно у нас как-то развивается в лучшую сторону, когда есть взаимопонимание, когда мы учимся друг друга лучше слышать, чувствовать, понимать и так далее. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта «Дьявол». Эта карта связана с зависимостью, да, то есть, может быть, у вас есть такая зависимость друг от друга, либо у одного из партнеров есть такая зависимость, и из-за этого, может быть, отношения не ладятся, да. То есть, как совет этой карты, нужно становиться более самодостаточными, не цепляться за партнера, давать ему жить своей жизнью. И свою, и вам, ну, как бы, и тот, кто как раз вот эту зависимость испытывает, да, ему тоже было бы лучше, если бы он занялся своей жизнью, то есть его бы это как бы вдохновляло, это бы давало ему энергию, силы, и была бы возможность реализовать себя в карьере, заработать денег. И вот тогда человек начинает лучше себя чувствовать и не цепляется за партнера, то есть самореализации не хватает. Также эта карта связана с сексуальными отношениями, то есть вы можете помириться вот благодаря вот такому влечению. Дальше. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает у нас рыцарь чаш. Замечательная возможность для того, чтобы найти работу, которая нравится, найти работу, которая близко к дому может быть, или работа прямо из дома, может быть, через интернет, или еще как-то вы можете. Да, у нас тут рядом карта, связанная с Меркурием. Меркурий – это у нас ближнее окружение, это, ну, кстати, вот общение через интернет, да, вот, то есть здесь вот вполне возможно, либо вы находите работу с помощью интернета или с помощью вашего ближнего окружения, с помощью там отправки резюме и так далее, либо вот просто прямо на дому вы можете, может быть, свое дело начать, допустим, заниматься каким-то хобби, и оно будет вам приносить денежки со временем. Но в любом случае вы подниметесь, да, то есть здесь у нас человек на коне, то есть это повышение, это улучшение, кстати, связанное с транспортом карта, да, если ваша работа вот касается транспорта, то 100% повезет. В любом случае, вот у нас у рыцаря в руке чаша, скорее всего, там с вином, с каким-то напитком, который радует, который веселит, да, это значит, что вас будет устраивать все, что на этой неделе будет происходить. Для тех, кто работает, выпадает у нас королева жезлов, и эта карта говорит о том, что вам придется, скорее всего, как-то постоять за себя, вам придется, возможно, как-то проявить себя очень, ну, проявить свою настойчивость, проявить решительность. В общем, эта карта, она у нас связана все-таки со львом, да, то есть, ну, лев – это у нас как бы царь зверей, да, вот примерно такое поведение у вас должно быть на этой неделе. Также карта говорит и о том, что могут быть какие-то подарки, могут быть приятные какие-то сюрпризы, может быть признание, может быть вы будете в центре внимания, но в любом случае вот вы в центре, на вас все внимание и на вас как бы вы довольны этим, вы счастливы.
вы можете себя вот проявить, вас могут оценить и так далее. Давайте теперь посмотрим, что ждет тех тельцов, которые своим делом занимаются. Здесь 7 мечей выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, вам приходится очень много работать, может быть, даже по ночам, да, может быть, это какие-то трудные там, поездки дальние, перелеты или еще что-то такое, может быть, много встреч, да, которые нужно будет отработать за эту неделю. Кроме того, карта говорит о том, что вы должны на этой неделе как-то проявить свою индивидуальность так, как, может быть, не делает никто. И это для вас очень важно. Как-то это вас будет, может быть, выделять среди конкурентов, либо, может быть, это будет способствовать вашему успеху. Но в любом случае вам нужно пойти в сторону от обычного направления вашей деятельности. То есть все делают так, а вы делаете как-то по-другому, по-особенному. И это для вас важно. Так, 7 мечей. Она у нас связана с весами. Вот это Луна в весах. То есть весы – это всегда справедливость. Весы – это всегда партнерство. Да? А Луна – это умение приспосабливаться, умение создавать, может быть, иногда и какую-то интригу, да, то есть получается так, что либо ваши партнеры могут что-то от вас скрывать, и вам желательно это все прояснить, да, то есть не нужно сразу говорить «да» на какие-то важные для вас вещи, нужно все проверять. Либо, если вот про вас говорить, то здесь вполне возможно, вам нужно как бы правильно себя вести, то есть каждая ситуация требует особого подхода. Самое главное для вас, чтобы все было справедливо, чтобы выигрывали все, кто участвует там в сделке, в договоре и так далее. Тогда будет успех, потому что, вот смотрите, вот эта карта 7 мечей, она закладывает будущее. То есть, если вы сейчас где-то схитрите, что-то сделаете против закона жизни, либо закона общества, то обязательно это потом каким-то боком вылезет. Да? То есть, вам это не нужно, конечно. Давайте посмотрим денежки, что у нас ждет тех, кто работает. Выпадает 10 мечей, но здесь закончился какой-то период, да, и вы собираете урожай. То есть вот эта карта говорит о том, что вы как раз можете получить оплату своего труда, да, в полной мере. И можете здесь отдыхать, наслаждаться жизнью и использовать эти деньги для того, чтобы создать для себя комфортную, радостную жизнь, приятную. В общем, вы здесь удовлетворены будете. Скорее всего, получите денежки в той мере, на какую рассчитывали. Для тех, кто своим делом занят, здесь выпадает король чаш. Карта говорит о том, что эта карта, она обычно с большим количеством денег не связана, но удовлетворение от деятельности здесь получает человек, да, то есть либо вы занимаетесь творчеством, либо вы очень любите свое дело до такой степени, что деньги у вас как бы сами собой приходят, и вы их не ставите во главу угла. Вообще вот у нас король чаш – это, как говорится, свободный художник, да, то есть человек, который испытывает удовольствие от жизни, удовлетворение от того, чем он занимается, и неважно, получает он от этого доход или нет, он всегда вот счастлив, потому что он чувствует, как сказать, он чувствует волну, что ли, да, то есть он знает, когда действовать, он знает, когда отложить из-за того, что он очень любит свое дело и наслаждается жизнью, у него нет блоков восприятия вот информации, то есть у него хорошо очень работает интуиция, и поэтому вот если на этой неделе вы именно вот так расположены, да, так чувствуете себя, то денежки у вас будут 100%. Эта карта также связана с 12-м домом, с Нептуном. То есть может быть, конечно, какая-то задержка в выплате денег, может быть какая-то работа на будущее, да, может быть, какие-то ограничения будут.
Кроме того, здесь вот у нас есть действительно такая перемена рядом, да, то есть, может быть, что-то, один процесс закончился, другой только в начале, либо, может быть, еще пока что даже не начали что-то новое, только заканчиваете старое, да, поэтому здесь вот с денежками может быть не густо, может быть. Но в любом случае вот эта карта, она связана со штрафами бывает, с какими-то санкциями. Вот может быть из-за этого еще здесь недостаточный такой доход, может быть, да. Также карта говорит о том, что вы можете просто стремиться к уединению, к какому-то творческому уединению, да, или, может быть, просто вам хочется отдохнуть, побыть в одиночестве для того, чтобы просто восстановить силы. Может быть, закончить надо какое-то важное дело. Но в любом случае, вот эта карта, она определяет степень вашей свободы. То есть пока что вы еще не свободны в чем-то. И поэтому, может быть, вы на будущее работаете, да, то есть еще здесь нет такого дохода, который вы бы хотели. Но в любом случае он будет. Чуть попозже, просто задержки. Бывает так, что вот вмешивается жизнь, да, и вот мы должны подождать, потерпеть. Но это не значит, что это надолго. Совет, шестерка пентаклей. Карта говорит о том, что нужно думать о том, как вам получить желаемое, как вам прийти к тому, чего вы хотите. Карта говорит о том, что нужно для того, чтобы вот получить какой-то успех, чтобы получилось то, что вы желаете, нужно обязательно вкладываться. Нужно каждый день кропотливо работать. Если это отношения, то каждый день вкладываться в отношения. Если это работа, деятельность, да, тоже нужно каждый день, чтобы делать максимум. Все, что мы должны, взяли на себя обязательства, ответственность, нужно работать. И здесь, конечно же, нам захочется отдохнуть после работы, да, то есть не нужно себе запрещать этого, то есть работа – это хорошо, но отдых тоже должен быть, то есть баланс такой вы должны соблюдать. То есть нельзя только отдыхать и нельзя только работать. Нужно обязательно, чтобы было, была такая вот взаимосвязь. Кроме того, здесь у вас еще карта вот связанная со здоровьем. Нужно позаботиться о здоровье своем и о здоровье своих близких. Нужно благодарить тех людей, которые с вами рядом, которые помогают в ваших делах, которые помогают вам достигать каких-то успехов. Вот это тоже как совет. Вообще карта хорошая, она говорит о том, что вы на этой неделе почувствуете, что получили какой-то вот желаемый, желательный результат, добились того, к чему стремились и куда уже вложили много сил. И вы рады, что рядом с вами те люди, которые, вот, в которых вы верите, да, которые вас поддерживали в тот момент. Друзья, желаю вам прекрасной недели, всего вам доброго, до новых встреч.